Казани принято решение заняться Адмиралтейской слободой, или, если говорить шире, вообще Кировским районом, одним из самых непрезентабельных в городе. Ну, впрочем, шут с ним с чувством такта, самым непрезентабельным. Учитывая, что это все-таки не какая-то глушь, а место знаковое, историческое. Район создан явно не для туристов, равно как не создан он и для людей. Ну, что тут комментировать? Ну, все, конечно, прекрасно знают, как выглядит Кировский район. Промзона, ну, временами просто Припять какая-то, жизнь после людей. И вот он, мастер-план развития территории. Срок немалый, до 2030 года, но и фронт работы огромный. Первый этап работ завершат к 2018 году, не только потому, что там у нас очередное спортивное событие, но и по той причине, что 300 лет назад, в 1718 году, в Казани была построена Петровская корабельная верфь. 400 судов было сделано там. Отсюда и название, собственно, Адмиралтейская слобода. И вот посмотрите, как все это может выглядеть. Верфь будет воссоздана. Вот это музейно-выставочный комплекс «Петровская верфь». А вот так могут облагородить территорию возле Зелантова монастыря. Ну, по-моему, замечательно. Парки, сады, памятники, фонтаны. Ну, просто красота. И вот так Кировский район, ну кто бы мог подумать, через 2-3 ударные пятилетки может войти не только в список символов Казани, но и того, гляди, всего Приволжского округа. Но сегодня мы заглянем в прошлое, а не в туманное пока будущее. Адмиралтейская слобода – место историческое. Почему? Об этом Маргарита Петрова. Да здесь пипец разруха какая, вы сами видите. Если бы это все поддерживалось, конечно, было бы замечательно. А то, что в данный момент здесь происходит, это плохо-плохо. Хороша по всем канонам в Адмиралтейской слободе, пожалуй, только эта гимназия номер 15. Впрочем, примечательно здание и своей историей. Памятник республиканского значения 1867 года постройки. Здесь располагалась первая в Заречье гимназия для девочек. Ее открыла супруга ученого-археолога Петра Пономарева. Мы видим как раз выпуск 1911 года. Пономаревских гимназисток отличали лиловые передники. Школа считалась элитной. Находились в этом районе собственные и госпиталь, и суд, и многое другое. В свои лучшие годы Казанское адмиралтейство было самостоятельной административной единицей. Богатые лесом окрестности, удобное месторасположение города. Здесь Петр I решил создать базу будущей Каспийской флотилии. Это было необходимо для войн с Персией. Но вскоре, в считанные годы, Казанское адмиралтейство стало одним из самых больших в России. Для сравнения, здесь трудилось около 600 человек. Это в 3 раза больше, чем на Дону. За 100 с лишним лет истории здесь было построено почти 400 судов. Это чуть ли не половина всего российского флота. Казанские корабли боролись с пиратами на Волге и Каспии, помогли державе во многих морских победах. Там, где красовались верфи, сейчас песчаный карьер. А на месте, где стояла 18-я конная смотровая башня, заросли. С смотровой вышки просматривался выход кораблей непосредственно в Волгу. Сейчас он засыпан, соляной канал. Из Волги запускали воду, перекрывали шлюзом вот здесь. И соль, растворяли соль, специальный состав делали. Детали просаливались, потом они приобретали крепость камня. Береговая линия Адмиралтейской слободы почти 5,5 километров, но прогулки здесь не предусмотрены. Это чревато травмами. А летом 1890 года на берег Волги часто приезжал Федор Шаляпин. Внизу трудились грузчики, попутно запевая дубинушку. Он мог слушать их часами. Это песня о работе и артели. Здесь же в компании с корабельных дел мастерами свое 50-летие отпраздновал император Петр. Бывало в Казани и Екатерина II, и Николай I, но больше всего шуму наделал Александр Дюма. Француз путешествовал по Волге. Доподлинно известно, что особнякам в центре Казани он предпочел скромную гостиницу пароходного общества «Кавказский Меркурий». Сейчас на ее месте постройка 20 века. Дюма разделял некоторые радикальные взгляды французских революционеров и неоднократно высказывался в пользу народных восстаний. В Казани в это время проживали и ссыльные поляки, с которыми он мог встречаться, и другие неблагонадежные люди, высланные из Петербурга в том числе. Вот. Поэтому всякие контакты Дюма, лишние контакты пресекались. При нем постоянно находился
представитель казанского губернатора. Смотря на эти просторы, мастер дописывал свой роман «Учитель фехтования». Там есть строки о Казани. Здесь же, на нынешней улице Клары Цеткин, интересна часовня Казанской иконы Божьей Матери Серафима Саровского. Кирпичное здание псевдорусского стиля украшает узорчатая кладка и арочные входы. А квадрат сзади – это память советских времен. Святой дом был перестроен под трансформаторную будку. А меньше всего из церквей Кировского района, пожалуй, повезло Макарьевской. Нравится, наверное, из-за зачарованной мудрости, которая в них присутствует. Некий русский дух, вечный, неистребимый. Мне кажется, здесь, в Адмиралтейской слободе, Россия представлена так, как она есть в действительности, в реальности, без приукрас. С 1712 года Макарьевская церковь встречала тех, кто прибывал в Казань по реке. Ее фасады богато декорированы в стиле барокко. Полуколонны, арки, былое великолепие еще можно разглядеть даже через колючую проволоку. Храм находится на территории СИЗО, а через дорогу деревянные дома. Кстати, жилые, можно догадаться по ТВ-тарелке. Вот где поймешь, как сурова может быть русская история. Это улица Маломакарьевская. Самая знаменитая постройка здесь – пост пожарной части. Тут же общежитие в стиле конструктивизма. Таких всего несколько в городе. Во дворе все словно потрепано жизнью. Здесь собрана практически вся гражданская архитектура всех разных времен. Здесь очень спокойно, например, можно увидеть старую советскую Ленинку, высотку, и рядом с ней деревянный домик. Можно найти красивую здание гимназии, и рядом с ней будет, например, какой-то новый особняк хороший. Но, пожалуй, самое потрясающее впечатление производит старое русло Казанки. Чудесный вид на особняк Алафузова, Зелантов монастырь закрывают камыши с человеческий рост. А в 18 веке здесь все дышало жизнью. Ширина реки была около 60 метров, говорят историки, по ней ходили суда. Несколько лет назад, мало того, что здесь вода была очень темная, так еще со дна поднимались какие-то черные пузыри, как будто бы из чернил. Они поднимались в разных местах, и такое ощущение, что у них был какой-то огромный, бесконечный бездонный источник. Уныние. Лишь так большинство казанцев говорит об этом районе города. Практически нет детей. На 8,5 тысяч жителей в Слободе всего 225 детей. Это, конечно, ненормальное состояние. Это как бы сигнал нам о том, что Слобода переживает не лучшее время. В Казанском архитектурном университете нашли, как ответить на сигналы города. В начале месяца презентовали президенту республики план по возрождению Адмиралтейства. Во-первых, озеленить, во-вторых, построить несколько жилых комплексов на площади в 122 гектара, чтобы район превратился в мини-город будущего. В настоящее время очень такой ярко выраженный такой принцип есть. Это креативный кластер, это креативная молодежь, которая хочет жить и работать в одном месте. На данной территории мы попытаемся создать именно такие локальные места, куда будет подтягиваться молодежь, и тем самым она не будет уезжать за территорию Республики Татарстан. Удобной для жизни и привлекательной для туристов Адмиралтейская слобода должна стать к 2030 году. Первый этап завершится уже к чемпионату мира по футболу 18-го. Тогда же Петровской верфи исполнится 300 лет. Восстановить ее планируют на территории старого русла Казанки. Здесь появится набережная с музейно-выставочным комплексом и будет разбит парк истории российского флота. Маргарита Петрова, Ильшат Мухаметов. 7 дней.